Коми в 4-й раз пройдет выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера», посвященная Дню образования Республики Коми. И снова в ней принимает участие интинская делегация. За моей спиной в торговом центре интинцы ждут гостей в своем выставочном павильоне. Интинская делегация прибыла в столицу Республики Коми за день до открытия выставки достижений народного хозяйства. Основная работа по оборудованию нашего комплекса легла на плечи сотрудников культурных учреждений. Специалисты отдела культуры, Интинского краеведческого музея, Центра национальных культур, Дворца культуры и техники, Дома культуры «Октябрь» представляли наш муниципалитет на ежегодном масштабном мероприятии. Сначала интинцы оборудовали выставочный комплекс, расставили привезенные экспонаты и сувенирную продукцию, подключили оборудование и растянули баннеры. Сейчас мы видим абсолютно пустой павильон, мы только приехали. Сейчас будет монтаж павильона, и съемочная группа покажет нам, как было и как станет. Центральное место нашей выставки посвятили национальному празднику оленеводов Тереп-Кер. Быстроногий олень стал финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018. В сущности, Тереп-Кер – это визитная карточка Инты, яркий пример событийного туризма. Большой делегацией мы приехали. Выставка у нас «Достояние Севера». Уже не первый год интинская делегация приезжает сюда. И в этом году мы привезли наш праздник оленеводов, который завоевал приз зрительских симпатий и занял призовое место на выставке событийного туризма. В этот же конкурс мы попадаем и в этом году, подали заявочку, поэтому тоже надеемся на победу. Много интересного увидят и сыктывкарцы, гости столицы, и наших интинцев, наше землячество приглашаем, конечно, к нашему павильону, и попробовать продукцию мясную. И у нас организована фотозона большая. И, конечно, в год театра мы не могли не сказать о том, что Инта побывала в кинематографе. И, конечно, мы покажем нашу сувенирную продукцию, уже готовую линейку продукции праздника Тереп-Кер, ну, еще много другого, в том числе наши артисты примут участие в концертной программе. Наш умелец Николай Филенко вывез сюда свою продукцию и станки с программным управлением, поэтому будет возможность уже посмотреть их в работе. Тереп-Кер – это уникальная возможность познакомиться с жизнью оленеводов. Все мы знаем о ее сложностях, о том, как непросто приходится в тундре. Но увидеть быт коренного населения, посмотреть, как одеваются современные оленеводы, как они ведут себя, на каком языке общаются, можно только на празднике День оленеводов. Праздник у нас признан на уровне России. К празднику проявлен интерес. Он попал в национальный событийный календарь. Будет он и в 2020 году, поэтому в конце марта будем ждать гостей на Тереп-Кер. Полный охват аудитории в социальных сетях выставки «Достояние Севера» в прошлом году составил более 50 тысяч человек. Мы, конечно, готовимся заранее. Во-первых, продумываем концепцию, и мы должны придумать всегда что-то новое. И это замечательно, что такая возможность у муниципалитетов есть. Потому что очень важно и себя показать, и на других посмотреть. Это обмен опытом, обмен креативом. И, безусловно, я очень рада этой возможности, которая вот на таких мероприятиях нам предоставляется. Инта – город, который открывал выставку «Достояние Севера». Интинские артисты первыми выступали на второй концертной сцене и презентовали наш муниципалитет. Добрый день, дорогие друзья! Город Инта приветствует вас! 4 октября 2019 года Инта празднует свой 65-летний юбилей. Наш город самый чистый, самый красивый, самый гостеприимный город в республике. Мы ждем вас на нашем празднике. Мы любим свой город. Храним, бережно собираем историю нашего города. А начиналась она с сел и деревень Интинского района. Звучит песня «Ербия» в исполнении автора Татьяны Семеновой. Я
очень рад, что сегодня такой замечательный день. Мне посчастливилось побывать на этом мероприятии республиканском. И очень рад, что именно Инта начинала сегодня экспозицию, начинала своей концертной программой и выставила свое замечательное лицо вот в таком в оптимистичном ключе. Мне очень понравилось. В составе нашей делегации два известных в городе вокалиста. Татьяна Семенова, в репертуаре которой много песен на коми-языке, и Андрей Федорко, голос которого обладает приятным тембром. Далеко тебя забросила, заманила жизнь тревожная, но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Под тучами рассветными, над пленницами холодными, малой так и неприметною полетишь туда, где ждет тебя и светлая, и грустная, певучая, былинная, помни, моя милая земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что есть величие, неподвластное веку дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. А светлые крыша любит шорты лета, мои вырытой колосой, вырыта ракочена, мои вырытой колосой, вырыта ракочена. О, зачерны, шоги звыте абу, старый змея олемыр, и урата лада, старый змея олемыр, и урата лада. В рамках выставки «Достояние Севера» ежегодно принимают участие в качестве экспонентов все 20 муниципальных образований региона. Гости Интинского выставочного комплекса могли совершенно бесплатно угоститься родниковой водой Тола-Шор, продегустировать мясную продукцию агрокомплекса «Инта Приполярная» и попробовать морожку. Девочка Маша давно хотела попробовать северную ягоду. Юная сыктывкарка называет морожку желтой малиной. И на вкус царская ягода показалась девочке очень сладкой. Ты первый раз сегодня попробовала морожку? Да. А ты знаешь, что это за ягода? Нет, не очень. Но всегда хотела ее попробовать? Да. Какая она на вкус? Она сладкая. Главный символ выставки «Достояние Севера» – северная ягода морожка. Инта приглашала всех гостей приехать в марте на День оленевода. Сейчас этот праздник мы отмечаем ежегодно, и наш муниципалитет уже готовится к его масштабному проведению. Да и те, кто хоть раз стал участником ТРПКР, непременно рекомендуют там побывать. Это надо видеть вживую, уверяют интинцы. Надо сделать обязательно, один раз в жизни надо посмотреть, что это такое. На самом деле праздник шикарный, но Инта всегда было и есть. Это одним целым Республики Коми. И я думаю, что Инта еще свое покажет. Инта всегда оставалась форпостом Республики Коми. Она была, есть и будет. И все-таки через какие-то года, наверное, Инта все-таки возродится опять тот же шахтерский город, который был. Потому что не вечен газ. Уголь все равно был, есть и будет. И я все-таки надеюсь на то, что к нам все-таки повернутся лицом Российская Федерация, наши севера, и севера опять будут спрошены, опять будут нужны, а наш город тем более. Так что я интинцев хочу поздравить с Днем Республики, пожелать им всего хорошего, поблагодарить их за их работу. На самом деле работа очень серьезная, очень хорошая. И Инта всегда славилась своими фамилиями, трудовыми династиями и трудом. Спасибо вам огромное, жители города Инты, за то, что вы есть, за то, что вы делаете, и то, что вы будете делать в будущем. Спасибо огромное, с праздником!
Выставочный комплекс «Инты» привлекал внимание и яркими красками, и манящими зарисовками северной природы. Многие останавливались, чтобы подробнее познакомиться с нашим муниципалитетом. Кто-то уже бывал в Инте и немного знает наш город. Кому-то так и не довелось побывать в Приполярье, но очень хочется это сделать. Я была там в командировке. Ну и каков наш город? Нормально. Не очень, конечно, с инфраструктурой вам повезло, что он такой. Но я была уже лет 10 назад, наверное. Может быть, сейчас у вас изменилось там все. А так люди понравились, люди хорошие. А знаете, вот природа как будто вот увидела оленей ведь, да? Вот увидела и подошла. И сразу мы думали, вот видите, Инта, олени, а я оленей почти не видела никогда. Понимаете, и хотелось бы вот в северных городах побывать. Надо будет обязательно съездить. И очень понравилась оленина, я ее, между прочим, даже и не пробовала, честно говорю. Вот так получилось. И еще вот морожка, но я морожку не стала. Морожку я уже покупала не раз, и мне понравилась морожка, а у вас, наверное, еще слаще. Я проездом. Вот есть желание побывать в нашем северном городе? Если кто-то привезет и увезет, то, конечно, бы можно было посмотреть. Вот скажите, на что обратили внимание, смотря на нашу выставку? Мне кажется, все очень красиво. Я вообще обратила внимание, вроде бы шахты все закрывают, а город, мне кажется, расцветает. Особой популярностью у гостей нашей экспозиции пользовался аттракцион виртуальной реальности. Надев очки, можно переместиться в наш северный город, увидеть водонапорную башню с высоты птичьего полета, побывать внутри и познакомиться с уникальным музеем политических репрессий, а также стать сторонним зрителем праздника Тереп-Кер. Своими глазами увидеть гонки на оленях упряжках. Гости могут увидеть в очках виртуальной реальности символ нашего города. Снято видео в 360 градусов, то есть можно посмотреть во все стороны, увидеть, какая башня красивая. Рассказ о музее истории политических репрессий, который находится в этой башне. А также ролик о нашем празднике Тереп-Кер, который мы сейчас всячески продвигаем, хотим рассказать о нем, чтобы как можно больше народа узнало. А сами очки приобрели по программе «Виртуальная республика». То есть было специально снято видео. И теперь мы стараемся людям рассказать, чтобы как можно больше могли узнать о нашем городе. Очки виртуальной реальности музей получил в подарок на свой день рождения, чтобы все горожане и гости города могли ощутить эффект настоящего присутствия. Примерить их можно будет в музее, а также во время разных городских мероприятий. Они могут прийти к нам в Интинский краеведческий музей и увидеть фильмы. Также мы будем на праздники выходить. Там, где будет Интинский краеведческий музей, можно будет подойти и увидеть этот ролик. У музея пока одна пара очков, но по договору соцпартнерства один из предпринимателей, Игорь Клюкин, вот он нам предоставил еще 5 пар. Поэтому сейчас мы можем как можно большему народу одновременно показать этот ролик. Мы, безусловно, должны показать богатство Севера и показать свою Инту. И несколько лет назад мы, собственно говоря, стали участниками и победили из 400 проектов. Наш проект вошел в десятку лучших. Мы получили 3-е место в национальной премии и представляли свою Инту, свой праздник на разных площадках. Об Инте узнали абсолютно все. Но и еще, наверное, обмен тем опытом, богатством, которое есть у города, очень важно, потому что мы смогли со своим проектом высоко взлететь. И к нам приехали режиссеры, сняли фильм про Инту, про нелегкий быт оленеводов. Мы сделали возможность виртуально побывать в Инте, одев незамысловатый шлем. Сейчас все 3D-возможности у нас есть и у города тоже.
Рядом с очками виртуальной реальности находился ноутбук, на котором можно было посмотреть фильм канала «Телепутешествия», снятого в рамках проекта «Маршрут Прониной». В своей программе тележурналист Тамара Пронина знакомит зрителей с архитектурными и историческими достопримечательностями Инты, рассказывает об оленьих гонках и работе пастухов, описывает красоты Коми-края, природу национального парка Юг-2. Инта и ее красоты неоднократно мелькают в различных проектах и фильмах. У нашего города своя киноистория, которая корнями уходит в далекое прошлое. В организацию выставочного стенда музей внес максимально все, что смог. То есть мы разработали и баннер, который висит у нас сзади, и роллапы, рассказывающие о Инте в кинематографе. Ведь мы знаем, что в Инте было снято 2 фильма. Вот мы хотели, чтобы люди знали об этом. Как раз к году театра мы разработали эти роллапы. Также вы можете увидеть на стенде нашу коллекцию Серпаса, вот, где, это как раз сочетается с нашим праздником Терепкер, вот, и люди могут увидеть все это, так, и сувенирка, естественно, сувенирка. Выставка «Достояние Севера» и единственная выставка в регионе, которая транслируется в прямом эфире. В Сыктывкаре живет множество интинцев. Все мы знаем, что интинцев бывших не бывает. Поэтому наше землячество в столице республики очень многочисленное и активное. Многие бывшие жители посетили выставочный комплекс и с удовольствием вспомнили достопримечательности и праздники родного города. 53 года жизни в Инте. Я 53 года прожил в Инте. Вот сейчас только 3 года нахожусь в Сыктывкаре. Инта для меня была родным домом, она останется родным домом. И я думаю, что Инта еще не 1 год будет со мной связана. Даже если у меня в том году заканчивается депутатский срок, я думаю, что я в Инте останусь. И буду в Инте, так как у меня все-таки родные, сын у меня все в Инте, там в интинской земле лежат. Я думаю, что с Интой у меня будет связано еще много. И что от меня будет требоваться, нужна будет помощь, даже не будучи я не депутатом, будучи простым человеком. Я чем смогу, буду помогать людям, как смогу, так и буду помогать. Наши интинцы, они на самом деле особенные люди, они добрые, уважительные и трудолюбивые. За это вот я Инту люблю и буду любить всегда. Инта – это моя родина. Это город, который я строил, в котором я состоялся. Поэтому Инта – это вот часть моей души, причем очень большая часть. Я всегда с нетерпением и с радостью туда еду. И я получаю заряд энергии, когда нахожусь в Инте. Инта – золотое сердце Коми. И поэтому я желаю интинцам хорошего настроения. Желаю, чтобы вот оптимизм, который присущ интинцам, не покидал их ни при каких условиях. И хочу пожелать, чтобы у них все получилось. А мы, вот, люди, которые сегодня уже не живут в Инте, обязательно поможем во всем, что сможем. Впервые своеобразная выставка достижений народного хозяйства в Коми была проведена в 1936 году на территории нынешнего Кировского парка и была посвящена 15-летию автономии Республики Коми. Спустя 10 лет подобный опыт решено было повторить, но уже с большим размахом. На территории того же самого парка был выстроен специальный павильон. Сейчас ВДНХ проходит на территории торгового центра «Июнь». Уважаемые земляки, у нас с вами сейчас в 4-й раз есть уникальная возможность все в одном месте за один день и сразу увидеть то, что мы сегодня, тем, чем мы сегодня с вами гордимся, достижениями, результатами работы наших предприятий, городов, районов, всех тех неравнодушных людей, которые сегодня своим трудом и отношением прославляют наш Коми-край. Насыщенно очень выставляются у нас муниципалитеты, с большой любовью оформляют свои стенды. Это ощущается именно отношение работников к своему району, к своему муниципалитету, городу, поселению. Вкладывается душа в этих экспозициях. Но я думаю, что мы с вами вместе пройдем, обойдем, порадуемся за наши предприятия. И я готов вот сейчас объявить, что выставка достижения и севера ВДНХ, выставка достижения севера объявляю открытой. Спасибо.
Интинцы выступили и на главной сцене праздника. Каждому муниципалитету отводилось 15 минут на презентацию своего города. Среди просторов северной земли, где 300 дней в году зима и холод, над снежной тундрой яркие огни, как звезды разбросал шахтерский город. Он так прекрасен заревли огней, и в переливах северных сияний, в осенней дымке солнечных аллей, в орнаменте красивых светлых зданий. И да, звезды на озерах винта, в зимних узорах винта, наша с тобой винта. Со сцены глава округа, руководитель администрации Лариса Титовец пригласила всех гостей праздника поддержать Инту и посетить дни нашего муниципалитета, которые в 20-х числах сентября пройдут в столице Республики Коми. Я сначала приглашу всех в Сыктывкар, потому что 27-28 сентября мы будем проводить и откроем мероприятие к столетию республики. И самым первым муниципалитетом, которому посчастливится открыть на площадках Сыктывкара Дни культуры, будет Инта. Ну а потом, конечно, очень много мероприятий будет. И 4 октября мы, конечно же, в Инте будем отмечать 65-летие нашего любимого города. Каждый муниципалитет, представляющий на празднике свое подворье, старался выделиться и передать колорит своего города или района, удивить соседей, привлечь зрителей. Инта уместила на 6 квадратных метрах основные достопримечательности города. Об истории округа и Дне оленевода рассказывали яркие баннеры и буклеты. Мастерство местных умельцев демонстрировали изделия из мраморной крошки, дерева, рога оленя, оленьих шкур. Я нахожусь в отпуске на юге Коми Республики, но узнав, что такой большой праздник и будет делегация Инты, я поставила задачу приехать. Приехала, нисколько не жалею, увидела родные интинские лица и всех поздравляю с праздником. Инта представлена очень хорошо, и ярмарка достижений очень нравится. Каждый район показал все, что он может. И я думаю, что действительно настоящий праздник. Играет музыка, представлены какие-то продукции, которые производят тот и другой, а Инта всегда представлена замечательно. В 2018 году упоминаемость выставки «Достояние Севера» в СМИ составила более 500 раз. Ни одна выставка ВДНХ не обходится без ростовых кукол. Наш пушистый и мягкий олень неизменно привлекал внимание посетителей. Юные гости выставки не хотели отходить от нашего интинского Олежки. И взрослые, и дети с удовольствием фотографировались с ним. Олень уже не первый раз приезжает на ВДНХ. Он является членом делегации, потому что пользуется огромной популярностью. Все фотографируются, особенно дети. Одна девочка подошла к нему и не отходила полчаса, ее родители не могли увезти. Олень у нас является уже символом Инты практически. Он сшит замечательными руками мастериц Дома культуры «Октябрь». И я думаю, что и в Инте он будет участником наших празднований Дня Республики и Дня города. Олень, он сшит из плотной ткани, из меха, и даже побывав в нем несколько минут, становится жарко. Это знают все наши артисты интинские. А на этот раз мы привезли костюм и попросили побыть в нем нашу выпускницу коллектива ЕНЖБ Наталью. И она с удовольствием согласилась, потому что всем хочется прикоснуться к Инте, всем, кто уехал из Инты, и с удовольствием побыть с нами на этой выставке. Специально к празднику была подготовлена музыкальная программа. На выставке автор музыки и текстов к ней Татьяна Семенова исполнила песни «Уса-Усанюшка», «Праздник», «Бурьёз». В исполнении Андрея Федорка прозвучали песни, посвященные 65-летнему юбилею Инты. Их авторы – известные интинцы Виктор Ударцев и Надежда Муртишова.
Отдельно Инту на выставке достижений представлял мастер Центра национальных культур, уникальный человек, техник и программист Николай Филенко. На ВДНХ я второй раз. Первый раз был в 2017 году. Вот, была у нас экспозиция там же, где сейчас находится. И в 2016 году приезжал вместе с интинцами на Стефановскую площадь. Тоже там был. Увлечение техникой у Николая Филенко началось еще в школьном возрасте. В 16 лет он стал лауреатом выставки достижений народного хозяйства. В 2002 году чемпионом России по цифровым видам радиосвязи, награжден знаком «Почетный связист России». Все привезенные картины и поделки изготовлены на станках с числовым программным управлением, которые лично собрал и запрограммировал мастер. Это новое направление вообще везде. Станки с ЧПУ, выжигание. Вот, практически еще не освоено нигде. Вот сейчас вот мои ученики рядом со мной, ребята, которые на моем форуме, на моем сайте учились, вот, это вот практически только 3 группы в республике Коми. Ну, около 100 человек, наверное, по России занимаются подобными вещами. Вся техника, на которой изготовлены картины и сувениры, вручную собрана Николаем Филенко. По его словам, это не так уж и сложно. С каждым годом он совершенствует свою технику. К примеру, в картине, где изображена башня Инты, станок выжег 450 тысяч точек. Привезли картины выжигания, Тырып-Кыр, серия, моя любимая серия кофе. Вот, несколько картин резных по дереву, в том числе Интинская башня. Вот, и 3 станка. 1 станок с автоматической подачей заготовок, 1 станок для выжигания на круглых предметах быта, например, на тех же горшочках, там, вазочках. Вот, и 1 выжигатель на авторучках. Вот. Но больше всего интересуется, конечно, выжиганием на вазах и на авторучках. Сегодня просто аншлаг был. Средняя посещаемость выставки «Достояние Севера» – 80 тысяч человек. Принято решение, что в следующем году выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства «Достояние Севера» пройдет в расширенном формате. В 2020 году в ВДНХ Коми будет проходить 3 дня.